Стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. На Ямале он пройдет по 22 общеобразовательным предметам. Ямальский район представит 16 учеников из 4 школ-интернатов. В Ярцеве 13 января состоялась олимпиада по литературе, в ней приняли участие 3 ученицы. Главная льгота, которую дает Всероссийская олимпиада призерам и победителям заключительного этапа, это поступление в профильные вузы без экзаменов. Принимаются результаты, полученные начиная с 9 класса. Льготы при поступлении в вуз предоставляют только победа или призовое место на заключительном этапе. При этом участник Всероссийской олимпиады школьников может не сдавать профильный единый государственный экзамен. Достаточно написать базовую математику или перешагнуть порог по русскому языку. Напомним, с 2020 года по инициативе губернатора Янао победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников получают 30 и 15 тысяч рублей. Такие же выплаты полагаются и педагогам, подготовившим ребят. В районе участники олимпиады получают к тому же премию главы – 1500 рублей победителю и 1000 рублей призеру. Победители регионального этапа проходят в заключительный этап олимпиады, где они смогут сразиться в знаниях с сильнейшими школьниками страны. С этого года региональную социальную доплату к пенсии устанавливают беззаявительно, со дня ее назначения. Благодаря нововведению гражданам больше не нужно собирать документы. Процесс автоматизирован. Региональная доплата положена неработающим пенсионерам, инвалидам и детям, оставшимся без кормильца. Ее размер до 15 тысяч рублей. Сегодня ее получают более 9 тысяч жителей округа. Кроме того, в округе изменились правила выплат на третьего и последующих детей до 3 лет. Теперь оценка нуждаемости проводится комплексно. Учитывается только доход и имущество. Размер выплаты составляет 17 579 рублей. Основанием для отказа может послужить наличие у семьи 2 и более квартир общей площадью более 24 квадратных метров на члена семьи, 2 и более автомобилей или самоходных техник. А главное условие – это не превышение двухкратной величины прожиточного минимума, которая в этом году составила 39 304 рубля. Помимо этого вводится понятие нулевого дохода. Нововведение регламентирует уважительные причины отсутствия дохода у родителей. Среди них уход за ребенком до 3 лет, прохождение лечения, официальный статус безработного не более 6 месяцев. Поменялся также период учета дохода семьи. Теперь при назначении поддержки рассматривают сведения за год, предшествующие 4 месяцам обращения за выплатой. Ранее этот период составлял 6 месяцев. В прошлом году получателями выплаты стали около 3000 многодетных семей. Тревожное сообщение поступило на пульт дежурного ИДДС в 1:30 ночи. Звонивший попросил о помощи, сообщив, что автомобиль не заводится. Застрял в 5 километрах от села Ярцеве. Топлива также нет. На место происшествия оперативно выехали сотрудники аварийно-спасательной службы Ямал-Спаса. Искать пострадавших пришлось около часа. Проходящие мимо автомобилисты рассказали, что видели то самое авто в 15 километрах от села Панаевск. Смотрите, я составляю у вас протокол 12.7 за отсутствие водительского удостоверения. Как оказалось, у водителя такси отсутствует водительское удостоверение. Автомобиль исправен, а бак полон горючего. С пассажиром ситуация еще интереснее. Горе-путешественник заплатил за поездку от Салихарда до Ярцева 30 тысяч рублей. Чтобы скрасить досуг от однообразного вида из окна авто, решил порадовать себя увеселительными напитками. Добраться до дома уже помогли спасатели. Пассажир, он же заявитель, находился в нетрезвом состоянии. Водитель, получается, как он не справился с управлением и допустил съезд с автомобильной дороги, вследствие чего застрял. Автомобиль находился в технически исправном состоянии, топливо, продукты питания у водителя все имелось, написано отказ от эвакуации. Сопроводили до села Салимал, далее водитель самостоятельно убыл в свое место жительства в город Салихард. Пострадавший доставлен в село Ярцево, в медпомощи не нуждается, передан сотрудникам МВД. В Ямальской школе-интернате состоялась церемония награждения победителей главного районного конкурса 2021 год в лицах и событиях. Чествовали тех ямальцев, которые внесли свой вклад в развитие муниципалитета и региона в целом. Многие из них проявили себя в работе, общественной жизни, кто-то добился успеха в бизнесе или спорте. Наша территория славится не только своими достижениями и красотой природы. Главное ее достояние – это, конечно же, талантливые, искренние, трудолюбивые люди, которые своими победами и достижениями творят историю района. Это по-настоящему красочное и грандиозное мероприятие было проведено в 2015 году и вызвало большой резонанс в обществе. Ведь на главной сцене районного центра награждают самых успешных и ярких людей Ямальского района. Нам очень приятно получить такую награду. И хочу сказать спасибо всем, кто был на пути к этой награде вместе с нами, кто поддерживал нас, переживал и помогал нам.
Это очень приятно получать такие награды. Они нас сподвигают достигать новых целей, новых побед. Это наша общая победа волонтеров и добровольцев. В завершении церемонии награждения для победителей конкурса организовали фотосессию. Все фотографии можно посмотреть в группе ЕТВ ВКонтакте.